Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире сентябрьский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Первый месяц учебного года выдался очень продуктивным, и мы спешим поделиться с вами самыми важными новостями и событиями. 1 сентября Головной колледж и наши филиалы в Республике Марий-Эл и Ульяновской области провели торжественные линейки в честь начала учебного года. Мы рады приветствовать старую гвардию и новобранцев. Желаем успехов в учебе и множества побед. Также в День знаний у первокурсников Головного колледжа состоялся классный час «Трагедия Беслана» в память о погибших в теракте 2004 года. А для курсантов филиала в Йошкар-Оле прошел всероссийский открытый урок, посвященный Году науки и технологий. Но не все смогли его посетить. Так, учебная группа 211.11 по специальности «Пожарная безопасность» провела этот день в лесах. Курсанты отважно ликвидировали вновь возникшие очаги лесных пожаров в Республике Марий-Эл. 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, состоялась всероссийская акция «Свеча памяти». По традиции, курсанты колледжа совместно с добровольцами Удмуртского регионального отделения ВСКС возложили цветы к вечному огню, зажгли свечи и почтили память погибших от рук террористов минутой молчания. 4 сентября курсанты колледжа и добровольцы-спасатели посетили кадетскую школу города Ижевска. Команда отряда «Доброволец» провела для кадетов ознакомительное занятие по социально значимым профессиям – пожарный, спасатель и полицейский. Помимо этого, команда добровольцев-спасателей Удмуртского регионального отделения ВСКС присоединилась к просветительскому марафону «Новое знание». В рамках конкурса «Большая перемена» добровольцы провели экскурсию для пятиклассников. Пройти 30 километров, разбить палаточный лагерь, развести костры, приготовить ужин и повеселиться на дискотеке – это сила наших курсантов. С 8 по 10 сентября состоялся полевой выход для всего Головного колледжа. Курсанты проверяли свои способности в различных спортивных состязаниях, профессиональных эстафетах и творческих конкурсах. Их труд был по достоинству оценен жюри, и победу уже во второй год подряд одержала группа ЗЧС 311-9. Это было удивительное путешествие. Спасибо всем за труд и профессионализм. Также в рамках учебно-полевого выхода проходил Инстаграм-конкурс. Авторы самых оригинальных и креативных снимков получили фирменные призы. Мероприятие было организовано при поддержке ателье «Форма арта». Всю предоставленную продукцию вы можете приобрести в ателье. 10 сентября в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени Сергея Тимофеевича Аксакова прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Мое слово об Аксакове». И победителем в конференции стал первокурсник нашего колледжа Гурьев Александр. Мы поздравляем Александра и желаем дальнейших побед. 10 и 11 сентября в Москве состоялось первое в истории первенство России среди команд юниорок по регби-7. Участие в соревнованиях приняла и наша команда от Ульяновского филиала колледжа государственной и муниципальной службы. Для большинства курсанток этот турнир был первым. И несмотря на маленький опыт, наша сборная выступила очень достойно и показала свой потенциал. Так держать! 12 сентября ресурсный центр в сфере чрезвычайных ситуаций Удмуртии посетили представители волонтерских отрядов и государственных учреждений из 18 регионов Российской Федерации. Волонтеры познакомились с оборудованием и снаряжением пожарного и спасателя, самостоятельно вязали узлы и освоили навыки сердечно-легочной реанимации. Данное мероприятие было организовано в рамках обучающей стажировки программы мобильности волонтеров. 14 сентября в стенах нашего колледжа прошла очередная акция «День донора». Курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС не только сдавали кровь, но и помогали медработникам. В этот день стали донорами более 50 курсантов. Благодарим за активное участие каждого. С 15 по 17 сентября в Йошкар-Оле на базе филиала колледжа государственной и муниципальной службы прошел молодежный образовательный форум «Вектор спасения». 120 добровольцев прошли теоретическую и практическую подготовку в области спасательного дела. Поддержку в проведении форума оказали Йошкар-Олинская служба спасения и Главное управление МЧС России по республике Марий-Эл. С 17 по 19 сентября в Ижевске прошел окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов. Главным гостем на площадке стал учредитель колледжа, руководитель Удмуртского регионального отделения ВСКС Королек Эдуард Владимирович. В ходе встречи были затронуты вопросы в сфере добровольчества и безопасности в Удмуртии.
Также Эдуард Владимирович познакомил участников с деятельностью Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 19 сентября коллектив колледжа «Ижевские курсанты» приняли участие в торжественной церемонии ко Дню оружейника, которая состоялась в музее имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Наши барабанщики, как всегда, показали мастерство, чувство ритма и подняли настроение публики. 24 сентября добровольцы-спасатели Удмуртского регионального отделения ВСКС приняли участие в учебно-полевом выходе по отработке навыков спасения людей на акватории. Курсанты вспомнили азы первой медицинской помощи, отработали необходимые нормативы и переняли опыт у действующих спасателей. Добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС в сентябре приняли участие в 2 полевых выходах. В Самарскую область на Жигулевские горы, а также в Парк Победы и Подгорный лес, где совершенствовали свои знания и умения. Также силами наших курсантов из Ульяновской области было организовано и проведено 3 субботника. Добровольцы приняли участие в уборке парка Прибрежный в Заволжском районе, а также очистили родник Добрый Ключ в селе Кувшиновка железнодорожного района, за что получили заслуженную благодарность от администрации районов и жителей города. Помимо этого, в Ульяновске прошел региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2021». Наш филиал представили самые опытные курсанты. Борьба была достойной, результаты впечатляют. В 5 номинациях мы вышли в финал и стали лауреатами. Поздравляем победителей! Курсанты колледжа государственной и муниципальной службы Никита Жадаев и Тимофей Баранов помогли девочке, которая потерялась в городе Йошкар-Ола. В дежурную часть полиции обратились курсанты 3-го курса колледжа государственной и муниципальной службы Никита Жадаев и Тимофей Баранов, которые нашли потерявшуюся 10-летнюю девочку. Вот что рассказали сами ребята. Мы шли с моим другником по улице города и видели, как сзади шла девочка и плакала. Мы решили поинтересоваться у нее, что случилось, и оказалось, что она проехала свою остановку, потеряла школу английского. Мы довели ее до ближайшей школы английского, оказалось, что это не ее школа. Мы поинтересовались у нее номер родителей или хотя бы телефон. Не оказалось ни телефона, ни номера родителей. Мы решили отвезти ее сотрудникам полиции и передали ее сотрудникам по делам несовершеннолетних. Выражаем вам благодарность за неравнодушие. Вы молодцы. А 27 сентября мы поздравляли с днем рождения директора колледжа государственной и муниципальной службы Королюк Людмилу Викторовну. 28 сентября ресурсный центр в сфере чрезвычайных ситуаций Удмуртии посетили студенты Ижевского филиала Российского университета кооперации. На нашей базе студенты прошли обучение в сфере чрезвычайных ситуаций и получили базовые знания, а также познакомились со специальностями колледжа и деятельностью ВСКС. На этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Чернова Елена. До новых встреч!